Ефіра чихупа інформації бдиратера Хамшея Кшара Хлопзеква. Яха Апсны прокуратура аус зүйтша ерімшоп. Вежив башок сарапхем. Абриам шачны апснырапхет бияхада Владислав Арзын байус пқала япцан апсны прокуратура. Атула прокурор хададгур хагырба коллективи рыдайны халайтыр профессионал тунуха. Ерзейха ищита вебзиера аус урача айхзара доква. Икугаларача хазы язгуйтита прокуратура ахатыр шыштыхту и шейхту аус цара курхатабзиера. Ацвгеураква раарпшра аус ишатсату. Апсахунткара хадайна пынзаквана загзо Валерий Бганба, прокуратура усуичи и рыдайны халайта узбартапцарамш. Апсны прокуратура анапцаха амшинаркны ище курго яйует яра ахакукы хада, закон амчера апсадгелы ажлари гук псыкалары мацаура. Ауса дырра, апсыцкера, принципра, ауалпща ачхамзра, ахатабзира, абарт козиге рғазшопа прокуратура усзуича. И табуб хюрасхют ехазвалпща на загдзорейпш апсо прокуратура ветераншаге. Уртырпыша рымардует азинхчератус бартаби параджац. И шихчала, и из шерхала гаряус акырдза яза апсахю рытрадиция щахкоха, азгуатоп аднахюлараджа. Атула прокурор хада хадгура агарбайт цахацарала ус царатус бартай хабыст хацопа юстиция абжиги Тамила Бегуапха. Очемчера имя пысыта чима зарачка коронавируса пархуараза хюак царат штаб айлатора. Уяхны и хырщалый тазахтун пиам таза усураква раласша. Ажабжи ацицует Аляс Курсая. Ахуакцарат штаба айлатора Артуа района хадайна пынцаквана загдзо Геннадий Цвичба язгвайти тачка чимазара проблема так хуквала азнейра шатаху. Яба баски и хейт еще кургуло апхараква рукнугвара шхампа дапию. Апсницо ахтыской жбот ахенкарра ялшо хуче хинзена хагзо харге района джинсы и эйчахтаз хаштаб двига хотвая усуща двига хома чмоха алия такого зашел кусило ипацату шипацату шкуерцена и церква стара зигер как базин ихан его жада хакум шацизды харахана аха и бахцаз гинс ахуз шазуп и хазан и хазараха обрепот мчипчика хезнк хайпшалар شخطو شريف زيني مشكاوي بس يشرحوا بحبي حيتشجرا Анаюс ажухква гавцейта штаб айлазара ялу эйвепшим окшаква арнапхгайца. Айнуцкапи аусквар министрва очемчирапи авайон тхуша айхабы Амеран матуа ихейт ачимазара цвертииште а карантинаш авайонакны ишиштиз эвипшвикала. Утрах тхуюка карантин ярбазаамта архганы айнука эвишхейт. Тачо хуюк алуряуит вацу. Ярбаски а карантина хевиштуэйта ха нырцунпи очемчирака яалазиги. Авайон тхуштурта ахаким хадамадона кишмария пхайзгуалтейт Москванпи адиаспора канпи айгва ахуштурты шаюз а медикамент квамачимква. Яйткалана ортрухпса хуш нызик ирейхау. На сегодняшний день пока ситуация благоприятная. В целом по республике, в том числе по нашему району. И если говорить о настроении наших жителей, мне кажется, потихоньку люди привыкают к этой информации, и уже не так уж они его боятся, и таких страхов уже нет. Касаемо нашей больницы, значит, мы работаем в полном объеме. Если какое-то время мы распустили некоторый контингент домой, который не был востребован, сегодня с понедельника работают уже абсолютно все службы наши. Значит, что касается амбулаторного приема, поступают разного рода пациенты с различными заболеваниями. Они получают стандартные консультации, лечение. Если необходимо выезжать, мы выезжаем в село, оказываем на местах помощи. Если пациент нуждается в госпитализации, специализированное отделение, допустим, с инфарктом, с инсультом, в Сухумские, отвозим в Сухумские отделения специализированные. А карантин аамта азухан зюна издумцуа быргцва эробаскиз социал тагуазааша одаю алапсыра ацхрара рутойта волонтерства. Ахадара района хэ цухарым чхаркырпепш атагуазааша рымам. Убиякын по района хада и на панцаквана зыгдзо и дцала и район а бюджета кынпи алапсыра ацхрара рытара азгуатоп. Согласно распоряжению главы администрации, создание координационного штаба при администрации Очимчирского района и в целях избежания распространения и защиты населения от коронавирусной инфекции
COVID-19 из бюджета Ачимчирского района было выделено 369 600 рублей. В том числе Ачимчирской центральной районной больнице было выделено 67 507 рублей на приобретение телефонного аппарата для организации горячей линии. 14 500 рублей было выделено на приобретение 5 опрыскивателей. Также было выделено 35 000 рублей на приобретение мягкого инвентаря для полноценного функционирования приемного отделения, как я понимаю. Также было выделено 41 000 на приобретение медикаментов. И по заявке администрации Ачимчирского района было подано на кабинет министров заявка на приобретение медикаментов, если я не ошибаюсь, где-то порядка 400 000 рублей. Что касается администрации, было выделено 245 797 тысяч рублей на приобретение продуктов питания для малоимущих и одиноких слоев населения Ачимчирского района. Эти средства были направлены, вот, согласно поданному списку наших ребят-волонтеров и отдела по защите малоимущих слоев населения и единого социального обеспечения. В целом у нас получается по Ачимчирскому району порядка 200 человек. Будут формироваться эти пакеты. В один пакет, который будет отпускаться вот одной семье, входит картофель, морковь, капуста, лук, морковка, гречка, рис, сгущенное молоко, подсолнечное масло, мука 2 килограмма, сахар, дрожжи, чай, тушенка, томатная паста и соль. Айла торача ажохка qabzita haaqsabat shtab alla khuwa tsazigi yazgwarti tabia usachu abe haqshuzishtra aztatu ausmepgatkwa alias Корсая Анатолий Малания Апсуа телехопшва. Урыстәылатәи аветерантәи еиҿкаарақәа атәыла ахада Владимир Путин иахьа аԥхьара дәықәырҵеит лаҵарамза жәбаразы иҟалараны иҟоу аиааира аппарат ахгазарц ачымазара аҿкы иахҟьаз аҭагылазаашьа аҭышәынтәалахаанӡа. Аԥхьара рнапы ацырҩит афырхацәа Урыстәылатәи рассоциациа анапхгаҩ Владимир Шаманов, аибашьреи Ҳаџьы арбџьармҷқәа реиҿкаара ахантәаҩ Владимир Епифанов, убас егьырҭ ауаажәларратә хеидкылақәа рхадацәа. Рыцҳарас иҟалаз адунеи аҿы ишьақәгылаз аҭагылазаашьа иахҟьаны аппарат ахьинеиуа ажәлар гәабзиара ашәарҭара иҭагылар алшоит. Убри аҟнытә аиааира амш азгәаҭара аҿҳәара маҷк инахазар ҟалоит ҳәа азгәаҭоуп аԥхьараҿы. Ачымазара аҿкы иахҟьаны адунеи аҿы апандемиа анрылаҳәо аамҭазы еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа рҿы аҭагылазаашьа шыҟоу атәы далацәажәоит Саид Џьырсалиа. Ачымазара аҿкы акоронавирус ацәырҵра аҩнызқь изеиԥшықәса инаркны Китай иҟоу ақалақь Ухань аҟынтәи адунеи зегьы алаҵәеит мызк аҩныҵҟа. Ацарауаа изларҳәо ала ачымазара Азиантәи егьырҭ аҳәынҭқаррақәагьы рыламҵәарц залшомызт. Избан акәзар коронавирус захьыз ауаатәыҩ саргәам бзиара еилкаахо иалагеит авирус анрылаҽа жәохәымш рышьҭахь. Арҭ амшқәа рыҩныҵҟа уаҩы изымдырӡакәа икәша-мыкәша иҟоу ауааԥсыра идирхьыр алшоит. Аҳәынҭқаррақәа жәпак рҿы аиԥш зеиԥшу ишәарҭоу авирус захьыз ауаа хыԥхьаӡара рацәала ралкаара ианалага, агәабзиарахьчаразы адунеи зегьтәи аиҿкаара хәажәкыр ажәеизаразы адунеи аҿы апандемиа рыланаҳәеит. Ҩымз рышьҭахь ачымазара аҿкы захьыз хыԥхьаӡара рацәала иалкаахеит Европатәи аҳәынҭқаррақәа Испаниа, Италиа, Франциа, Германиа, Великобританиа, убасгьы еиду Америкатәи аштатқәа рҿы. Италиатәи ареспубликаҿы акәзар, мызки бжак ирыҩныҵҟа ачымазара захьыз рхыԥхьаӡара шәеиханижәа нызқьҩык рҟынӡа инаӡеит. Урҭ рҟынтәи ачымазара злаҽны ирзымхәышәтәыкәыз аԥсҭазаара иалҵыз ҩажәиак нызқьы реиҳахеит. Аҳақьымцәа рыбзоурала аԥсра иацәцеит ҩажәи-жәибжь нызқьҩык ауааԥсыра. Иахьазы Италиа аҭагылазаашьа аиххара иаҿуп, аҭыԥантәи ауааԥсыра ахацәыхьчаразы изықәныҟәо аԥҟарақәа ирыбзоураны. Испаниа акәзар, араҟагьы есымша ачымазара захьны иалкаахо рхыԥхьаӡара аҵыхәтәантәи амшқәа рзы аиҵахара иаҿуп. Иахьазы Испаниа акоронавирус захьны иԥсыз рхыԥхьаӡара зеижә нызқьы реиҳауп. Мышкы араҟа иалкаахоит хәнызқьҩык ачымазара аҿкы захьыз ауаа. Ас еиԥш иҟоу астатистикала Испаниа иахьазы адунеи аҿы иааннакылоит аҩбатәи аҭыԥ ачымазара аҿкы злаҵәаз аҳәынҭқаррақәа рыбжьара. Коронавирус мҽхакы ҭбаала иахьалаҵәаз аҳәынҭқаррақәа рҟынтәи иахьатәи аамҭазы аҭагылазаашьа ахьеицәоу ҳәа иԥхьаӡоу атәылоуп еиду Америкатәи аштатқәа. Уаҟа ачымазара захьыз рхыԥхьаӡара наӡеит фышә нызқь инарыцны. Аштатқәа рхәышәтәырҭақәа зегьы аҭәра иаҿуп. Аҭыԥантәи ахадара рыдҵала идыргылоит иҿыцу агәабзиарахьчаратә пунктқәа. Мышказы ичмазаҩны иалкаахо ҩажәи-жәаба нызқь инарзынаԥшуеит. Ас еиԥш аҭагылазаашьа уаршәартә иҟоуп. Атәылауаа ирылаҳәоуп амилаҭтә карантин.
Авирус ахиҿиаз Китаитәи аҳәынҭқарра иахьазы официалла адунеи иаланаҳәеит ачымазараҿкы коронавирус ишаиааиз. Астатистикатә рбагақәа рыла Китай ачымазара захьыз рхыԥхьаӡара наӡоит ԥшьынҩажәи хԥа-нызқь инарыцны. Уажәазы мышкы араҟа иалкаахоит ҩынҩажәижәаҩык ачымазцәа. Коронавирус алаҵәара аҿагыларазы Китай имҩаԥнагаз иӷәӷәоу акарантин иалҵшәахеит уаҟа аҭагылазаашьа аҭышәныртәалара. Урыстәыла акәзар, мшаԥы жәохә инаркны имҩаԥгаз аҭҵаарақәа рылҵшәақәа рыла иахьазы ҩажәи-ԥшьба-нызқьҩык инарзынаԥшуа ауааԥсыра рҿы иалкаауп ачымазараҿкы коронавирус. Урҭ рҟынтәи ирхәышәтәит ҩ-нызқь инареиҳаны атәылауаа. Ачымазара иахҟьаны зыԥсҭазаара иалҵыз рхыԥхьаӡара ҩышәҩык рҟынӡа инаӡоит. Макьаназы Урыстәыла статистикала мышкы иалагӡаны ичмазаҩхоз рхыԥхьаӡара аизҳара иаҿуп. Мшаԥы жәохә рзы коронавирус зманы иалкаауп х-нызқьи ԥшьышәҩык рҟынӡа. Ачымазцәа рыбжеиҳараҩык Москва ақалақь аҿоуп ашәҟәы иахьҭагалоу. Урыстәыла Хадара авирус ковид-зеиԥшә алаҵәара иаҿагыларц азы ақалақьқәа рҿы акарантин рыланаҳәеит. Иаԥҵоуп акомплекстә ҟәарақәа, иргылоуп иҷыдоу ахәышәтәырҭақәа. Аҵарауаа уахгьы-ҽынгьы аус адырулоит ачымазараҿкы ахәышәтәразы авакцина. Аха макьаназы аҭагылазаашьа еицәамхазар еиӷьхом. Авирус изацәымцеит ҳҳәынҭқаррагьы. Хәажәкыра ҩажәибыжьба инаркны ачымазараҿкы алаҵәара аҿагыларазы ҳтәылаҿы ирылаҳәоуп иҷыдоу аҭагылазаашьа. Иахьазы Аԥсны ковид-зеиԥшә зыхьуа ачымазцәа хҩык алкаауп. Урҭ рахьтә ҩыџьа шьҭоуп Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы. Ахԥатәи ачымазҩы ԥшьынҩажәижәохә шықәса лхыҵуеит. Лара аҩны лҽыԥхьалкит. Аҳақьымцәа имҩаԥырго есымшатәи агәаҭарақәа дырхысуеит. Иахьазы урҭ ргәабзиара аҭагылазаашьа хар амам ҳәа ахәшьара арҭоит аҳақьымцәа. Иааидкыланы ҳҭагылазаашьа шыцәгьамгьы, ҳтәыла напхгара исыҽны ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟарҵоит ачымазараҿ ацәыхьчаразы ишьақәыргылоу аԥҟарақәа ирықәныҟәаларц, излауала рыҩнқәа рҿы рҽыԥхьаркларц. Макьаназы ас еиԥш иҟоу ачымазараҿкы узлаиааиуа имариоу аметодқәа ҳтәылауаа ирықәныҟәалар, хымԥада ҳацәцоит адунеи аҿы ауааԥсыра рыбжьара ацәыӡ дуқәа ҟазҵаз коронавирус. Саид Џьарсалиа, Дауҭ Адлеиба, Аԥсуа телехәаԥшра. Сейчас последние новости из оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает информировать вас. Ситуация на 15 апреля следующая. Все 3 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать лечение. У 2 из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз была предложена госпитализация, от которой он отказался. За прошедшие сутки тестировано на коронавирус прошли 14 человек. У всех у них результат был отрицательный. Уважаемые граждане, вновь просим вас соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома. Галский район стал первым в республике, где был введен комендантский час и ограничения на передвижение граждан в дневное время. Стоит отметить, что население района очень ответственно отнеслось к карантинным мерам и соблюдает все предписанные правила. Смотрите репортаж, подготовленный нашими коллегами из Гал-ТВ. Город замирает в период карантина. Людей на улицах все меньше и меньше. Большинство опрошенных уверяют, что выходят лишь в случае острой необходимости в магазины, банки, аптеки. Но есть и те, которые работают по сей день. Вы работаете сейчас? Сейчас где вы тут работаете? Скажите. Электросеть. Высоковольтные. У нас мы работаем высоковольтные электрические сети. Ну, в общем, выходим из положения нормально. Все нормально идет. Никаких проблем нет, помех нет. И соблюдаем, что делать. Мы такое еще не испытывали. Никто, наверное, весь мир тоже не испытывал. Но стараемся соблюдать все как положено. С какими трудностями сталкиваетесь? Никаких трудностей, нормально все. Вы откуда? Я из Гагры. Из Гагры? Да. Понятно. К Пасхе готовитесь? Обязательно. Но в домашних условиях. Да. А сегодня почему без маски? Маски одевают больные, а мы здоровые пока. Некоторые люди, к которым мы обратились с вопросами, не уверены, что карантин необходим, так как случаев заражения людей коронавирусом в городе Гал мало. Они объясняют, что большинство людей испытывают трудности, связанные с мерами ограничения передвижения, отсутствием работы и ежедневного заработка.
Нету необходимости здесь карантин делать. Ну давайте вот свое мнение скажите, почему вы так считаете, почему вы так думаете, что... Просто нету же этого болезни нету здесь. Была бы, не дай бог, никакой это не поможет. Никто не болеет, слава богу. Если это продолжится, люди просто с голоду умрут. И нету торговли. У людей денег нет. Другая часть респондентов убеждена, что такие жесткие и своевременные меры против распространения вируса необходимы и могут защитить от коронавирусной инфекции. Если необходимость, только тогда выхожу из дома. Сейчас с женой пришли, кое-что покупаем и обратно дома. Как вы считаете, вот эти меры, которые приняло правительство, закрыли вот на карантин город, насколько они были необходимы? Я думаю, что это необходимо. Люди еще не понимают у нас, что случилось. Поэтому это меры, покуда это видит лекарства или что-нибудь, надо себе беречь и других тоже. Вот трудности, конечно, есть. Вот люди уже вот на исходе то, что благо имели, да, ничего не имеют. Сейчас пришло весна, в селении живут, надо пахать, посеять надо. А с чем? Базар не работает, денег нету, и люди очень отчаянные. Несмотря на карантин и временные трудности, люди не унывают, не падают духом и готовятся к светлому празднику Пасхи. Конечно же, несмотря на все существующие трудности, мы стараемся не падать духом, не унывать. Конечно, мы готовимся к празднику. Это всемирный праздник. Надеюсь, что все это прекратится и все будет хорошо. Пасху, безусловно, надо это отмечать обязательно. Не так, может быть, торжественно, не так все, как раньше делали. Но что делать? Бог простит. К Пасхе готовитесь хоть как-нибудь? Готовятся, люди приезжают, покупают то, что необходимо. Готовятся, как обычно, наверное. Готовимся, конечно. Без Пасхи как? Сотни стран уже ввели карантин и другие ограничения из-за пандемии коронавируса. Предпринимаемые меры разные, но почти везде людей на улицах стало значительно меньше. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, магазины, кроме продуктовых. В этом случае город Гал и жизнь гальцев не стала исключением. Остается надеяться на то, что карантинные времена и поток негативных новостей о коронавирусе скоро закончатся, и люди, как и прежде, вернутся к своей размеренной жизни. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Сацуа, Гал ТВ. Без малого месяц карантина – это довольно значительные убытки, которые молниеносно отразятся на экономике нашей республики. Правительство предприняло определенные шаги, которые должны обеспечить выход из кризиса с минимальными потерями. Еще ряд мер находятся на рассмотрении специалистов, другие в стадии разработки. Их подготовкой занимаются ученые-экономисты. Ситуация подсказывает, что преодолеть экономические последствия карантина будет нелегко. Главные вопросы, которые сегодня волнуют общество – будут ли вовремя выплачиваться зарплаты и пенсии? Что произойдет с мелким и средним бизнесом? И, конечно, сколько времени понадобится стране, чтобы нормализовать экономическую ситуацию в целом? Репортаж Амелии Бисмарк. О том, что ситуация в Абхазии развивается не по самому худшему сценарию, в первую очередь свидетельствует то, что на данном этапе успешно сдерживается распространение коронавируса. Это стало возможным благодаря общим усилиям властей и простых граждан. Правительство предприняло ряд мер, чтобы поддержать экономическую стабильность государства. Что касается важнейшего вопроса относительно выплат зарплат и пенсий, то в апреле большая часть средств была выплачена в срок. В этом месяце уже практически завершается у нас период выплаты заработной платы. По республиканскому бюджету у нас нет никаких задержек, все четко в соответствии с графиком выплачивается. По местным бюджетам у нас практически все районы, все обязательства по заработной плате за март месяц уже выплатили. Небольшие задолженности фиксируем мы по Гагарскому району и Гудаутскому району. Но в результате совместных действий мы планируем в ближайшее время
эти задолженности тоже погасить. Несмотря на то, что экономическая ситуация достаточно сложная, бюджетники должны получить зарплаты вовремя и в мае. Чтобы обеспечить выполнение этих задач, уже сегодня предпринимаются определенные шаги по сокращению других, менее актуальных в настоящее время статей расходов. В мае месяце мы начнем выдачу заработной платы за апрель. Безусловно, ситуация у нас тяжелая. В части поступления доходов прогнозы Министерства финансов по сокращению, они выполняются. То есть мы столкнулись с сокращением в диапазоне от 50 до 55% по сравнению с поступлением того же месяца прошлого года. Вот. Но опять же, инструментарием в части решения данной проблемы является, как я уже говорил ранее, это жесткая оптимизация действующих расходов по бюджетной системе, консолидация всех финансовых ресурсов и направление их на первоочередные задачи. Это у нас, безусловно, заработная плата, нормативно-публичные обязательства и, безусловно, борьба с распространением вируса. Вот. Ну, на следующий месяц мы тоже планируем, что заработная плата будет выплачена в срок. Мы задействуем все возможные инструменты для того, чтобы не допустить каких-либо сбоев по выплате зарплаты именно в бюджетной сфере. Подобные прогнозы на апрель и май и в отношении пенсий. Напомним, во избежание больших очередей у банкоматов российская пенсия в этом месяце была выплачена ранее намеченного срока. Что касается абхазской, то ее выплата начнется с 18 апреля. В сложившихся условиях специалистами были предложены определенные антикризисные меры и в отношении поддержки бизнеса путем налоговых послаблений. Мы понимаем, что, безусловно, хотелось бы более масштабные и более существенные меры предложить нашим предпринимателям в текущей ситуации, но, к сожалению, возможности наши очень сильно ограничены, и в результате происходящего, безусловно, и бюджет наш очень сильно страдает. Поэтому мы очень оперативно обсуждаем все возникающие вопросы. Все это, на мой взгляд, позволит нам минимизировать те потери, которые несут, безусловно, наши предприниматели, практически во всех отраслях, да, за исключением торговли продуктами питания и медикаментами, минимизируют их потери, и нам удастся выйти из этого кризиса, выйти на, так скажем, уровень, который предшествовал наступлению вот этого чрезвычайного положения. Несмотря на то, что мировой кризис, связанный с распространением коронавируса, случился непредвиденно, он занял свое место среди ряда подобных экономических явлений деструктивного характера, которые периодически проявляются на поле экономической истории. Что касается Абхазии, то республике не раз приходилось выходить из сложных кризисных ситуаций, и происходило это в современное время, говорит ученый-экономист Заур Шалаша. К кризисам не привыкают в Абхазии. Военные действия, послевоенный период, первые годы, это самый большой кризис в Абхазии имело место, потому что экономика Абхазии перестала существовать как взаимосвязанная национальная структура. Все отрасли экономики были разрушены. По подсчетам специалистов правительства Абхазии 1995 года, по данным, общий материальный ущерб составил более 14 миллиардов долларов. Мы не говорим здесь о людских потерях, о людских ресурсах. По последующим в Российской Федерации имел место, как вы знаете, дефолт 1998 год. Кризисы различного характера могут иметь как негативные, так и достаточно конструктивные последствия. Здесь речь идет о мобилизации скрытых ресурсов, правильном распределении средств и их оптимальном расходовании. Глава государства Владислав Григорьевич Арзенба и наше правительство нашли правильный выход, на мой взгляд. В чем это выражается? В первую очередь была составлена правительством Абхазии антикризисная программа чрезвычайных мер, связанная с выводом экономики из кризиса социальной сферы. И в этот период и парламент, и правительство, в парламенте я в тот период состоял, был председателем комитета по бюджету, и мы действовали как единая взаимосвязанная государственная структура. Это первое. Второе. По, опять же, инициативе нашего первого президента, Российская Федерация, тогда премьер-министром в 1998 году был Примаков, приняла постановление секретное, в которой Абхазии разрешалось вывозить продукцию сельскохозяйственную и другие товары по определенным квотам.
и разрешалось ввести в Абхазию самые необходимые продовольственные, промышленные, в том и горюче-смазочные материалы по квотам также. Дальше в последующем 1999 год такое же постановление было дублировано. И после этого, уже после того, как вступил в должность президента России Владимир Владимирович Путин, со стороны Российской Федерации экономические санкции были ослаблены и вовсе сняты. Еще один кризис, произошедший в России, совпал с моментом признания независимости Абхазии в 2008 году. Годом позднее между нашими странами был подписан договор, в рамках которого Российская Федерация и сегодня оказывает финансовую поддержку Абхазии. С 2009 года на основании договора, заключенного между Абхазией и Россией, начинается процесс финансирования, оказания финансовой помощи из госбюджета России и инвестиционного содействия. И так продолжается и по сегодняшний день. Я историю этого вопроса не хочу затрагивать, там огромные суммы вложений и так далее. Об этом очень много пишут и говорят. Но один факт нужно отметить, что мы, пользуясь этой огромной финансовой поддержкой, России не смогли создать собственную продовольственную и экономическую базу государства. До этого момента говорить о системном кризисе в республике было излишне, несмотря на то, что определенные отрасли находились в затяжной депрессии, отмечает Шалаша. На то, чтобы выйти из нынешнего кризиса, республике понадобится несколько лет. Меры, оперативно предпринятые государством, носят позитивный характер, однако их недостаточно, подчеркивает ученый. Также, по мнению экономистов, в ближайшее время должна быть разрешена деятельность определенных бизнес-структур. Естественно, что предприятия должны работать с соблюдением всех санитарных норм. Можно начинать уже действовать предприятиям, занятым в сфере бытового обслуживания, в сфере строительного сектора, строительного бизнеса в целом и других. И я думаю, что правительство должно поручить главам администрации районов Абхазии и города Сухум именно выбрать сектора, которые могли бы сегодня начать работать, чтобы это было, причем при сохранении безопасности граждан. Наши предприниматели, о которых я сказал, которые должны бы начать свое дело, но у них образовались непогашенные задолженности. Наше правительство сейчас приняло решение о их реструктуризации и так далее. Я уверен, что эта мера не спасет их. Почему? Потому что мы хорошо знаем ситуацию в нашей деятельности наших предпринимателей и хорошо изучали, потому что я входил в состав комиссии парламента и президента по пересмотру налоговой системы нашей, и конкретные предложения подготовлены, но это уже второй шаг. А первый шаг, я думаю, надо принять решение сейчас, чтобы они начали работать о налоговых каникулах первое и о списании долгов, у кого образовались, но опять же это исследовал каждый конкретный хозяйствующий субъект, а это дело уже фискальных органов налоговой службы. За последние годы разными учеными и экономистами-практиками был разработан ряд документов по поддержке и развитию абхазской экономики. По мнению Заура Шалаша, знания и подходы, заключенные в них, должны стать основой для формирования масштабной антикризисной программы. Эмилия Бисмарк, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В это воскресенье православные всего мира будут отмечать один из главных христианских праздников – Пасху. Как правило, в этот день и в течение всех предшествующих Пасхи 40 дней верующие активно посещают храмы. Таким образом, церковь может стать очагом коронавирусной инфекции. К примеру, по данным Национального центра информации о коронавирусе, в Израиле почти каждый третий заболевший заразился в синагогах. Насколько опасно во время карантина посещать религиозные мероприятия, разбиралась Эсмагулан. Во всем мире вводят ограничительные меры на посещение культурно-массовых, в том числе религиозных мероприятий. В Италии все церковные службы проходят без прихожан и транслируются в прямом эфире. Константинопольский патриарх закрыл свои храмы по всему миру. Иерусалимский прекратил службы в храме Гроба Господня. Московский патриарх призвал верующих не посещать церковь и молиться дома. Публичная религиозная жизнь во всем мире перешла в телеэфир и интернет. Празднование католической Пасхи, прошедшее несколько дней назад, тоже претерпело серьезные изменения. Папа Римский провел воскресную мессу в Ватикане. Кроме него в базилике Святого Петра только несколько священников и певчие.
Пасхальная месса в Иерусалиме тоже прошла при закрытых дверях. Архиепископ в своей проповеди подчеркнул, что в праздник унынию не место и что следует во всем видеть благо. А творят его те, кто жертвует своими жизнями, спасая других. В знак солидарности с медиками знаменитую статую Христа Искупителя в Бразилии с помощью подсветки одели в халат врача. Совсем скоро Пасху будут отмечать и православные христиане. В эти предпраздничные дни в абхазском сегменте интернета развернулась полемика на тему посещения церквей. Часть общества негодует, что люди продолжают посещать богослужения. Ведь основная часть прихожан – это пожилые, которые как раз и формируют группу риска. Им возражают те, кто отказывается подчиняться запрету. Они упорно заявляют, что заболеть, принимая причастие, невозможно. Конечно, нельзя насильно заставить человека не приходить в храм. Однако молитва, совершенная дома, не утрачивает своей силы и значимости. И тем более не отдаляет от Бога. Осознавая это, верующие не проявляют слабости, а поступают сознательно ради безопасности своих ближних. Как гласит отрывок из Библии, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение. Члены Общественной палаты Абхазии обращаются к гражданам с убедительной просьбой отпраздновать священный праздник Пасхи дома, руководствуясь рамками строгого карантина. Как отмечается в обращении, это не уменьшит торжественности пасхального настроения и позволит соблюсти предосторожности, необходимые для борьбы с коронавирусом. Члены Общественной палаты обращают внимание на историю, случившуюся в Киевско-Печорской лавре, где не приняли вовремя необходимых мер предосторожности. На сегодня на территории монастыря зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом, что составляет 1/6 от общего количества зараженных в Киеве. С этим же диагнозом госпитализирован и сам наместник лавры, митрополит Павел. В обращении также отмечается, что в условиях Абхазии можно организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника. За минувшие сутки в России выявили 3388 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса. Выздоровели 1986 человек. 198 пациентов скончались. В Краснодарском крае количество зараженных увеличилось на 24. Коронавирус подтвердился у 12 человек в Краснодаре, 4 в СО, 4 в Кореновске. По одному случаю зафиксировано в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимошевске и станице Динской. Установлено, что граждане находились в контакте с ранее зараженными коронавирусной инфекцией. Таким образом, COVID-19 подтвердился в крае у 239 человек. 3 пациента скончались. На 15 апреля в медучреждение Кубани обратились в общей сложности 1028 человек с подозрением на новый коронавирус, в том числе 168 детей. В стационарах остаются 424 пациента, из них 67 детей. По месту жительства под наблюдением врачей поликлиник находятся 3298 жителей. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливень, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 8-13 тепла. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.